наших предков-кочевников нельзя назвать легкой. Мало того, что у них не было постоянного места жительства, так еще приходилось жить в открытой степи в кибитках. Покрытые кошмой жилища были легкие, зимой в них было тепло, а жарким летом прохладно. Кибитка бедных людей отличалась внешним видом и размерами. Назывались они джулумами. У богатых же кибитка была намного выше и больше объемами. Она имела 4 угла и настоящую деревянную дверь. Для кибитки требовалось несколько видов кошмы. У богатых она была, как правило, белого цвета. Основные детали, которые составляют 4 деревянных элемента. Да? Это, в первую очередь это остов самого жилища, войлочного дома. Он деревянный. Вот поверх решетчатой стенки, вот в такие рожки, вставляются вот такие жерди, которые называются унины. Вот одним концом вставляется в эту часть, которая называется ухо решетчатой стенки. Да, и вот вторым, более узким концом он вставляется в центральный круг. Это, собственно, и есть матрица, которая держит всю эту конструкцию именно в таком конусообразном состоянии. Да. Следующий деревянный элемент, который составляет юрту, это деревянные двери, которые всегда ставились на юг. Покрывали войлочный дом именно войлоком, отсюда и название, да, войлочный дом, это сваленная шерсть. Вот, было 6 основных деталей, больших деталей, которые как раз и застилали юрту. Да. Это внизу идут небольшая такая часть, которая покрывает именно от земли к где-то сантиметров 50, наверное, да, закрывает снаружи. Это 2 большие такие детали, которые по половинке, да, жилища, они закрывают, начиная где-то отсюда, да, и до земли, да, это вторая часть войлочных деталей, да, и третья часть, которая накрывает как раз тоже по половинке, они очень большие, объемные такие, да, и они накрывают как раз именно эту верхнюю часть, начинает крыши, и она перекрывает его еще дальше чуть-чуть так, да, и дождь и так далее, оно втекает все туда, да, вне жилища. И небольшие детали, которые еще были, это войлочная деталь, которая закрывает именно как раз форточку. Да? Это утром женщина встает, и первым делом она что делает? Она идет, за одну веревку отвязывает, переходит на другую сторону, дергает, и эта форточка открывается, да, войлочная, и потом уже можно возжигать там, очаг там, и так далее. Да? И еще одна деталь, которая была, это войлок, который покрывал именно дверь еще, да, чтобы тепло не уходило. Поэтому, да, этот процесс, он такой трудоемкий, потому что надо, во-первых, заготовить деревянные элементы. Да. Свойство как раз именно этого дерева, монгольского винника, в том, что он гнется, но ломается в крайних случаях. Да. Много использовалось, конечно, еще этих ремешков. Да. Ремешки тоже, они разные все, из разных частей шкуры. Да. И шкуры, они в том-то и дело не просто, допустим, бычьи и так далее. Да. Допустим, разные свойства у каждой шкуры. Допустим, этот элемент, который связывает, допустим, решетчатую стенку, он делался именно как раз из шкуры верблюда. Но верблюда не просто хоть откуда взял, да, а именно из его боковой части этой, да, такой ремешок, который его берут как сыромятью, да, и таким образом засовывают, и он сам стягивается уже, когда засыхает, он сам стягивает как раз этот деревянный элемент таким образом, да. Факт, что до революции практически все калмыки жили именно в юртах. Внутри кибитки, независимо богат ты или беден, все предметы находились в строго отведенном месте. Посредине устанавливали очаг. С правой стороны стоял шкаф, в котором хранились продукты. Сверху складывалась посуда. Возле шкафа стоял деревянный столик. Когда наступило время трапезы, его выдвигали к середине кибитки и на него ставили посуду с едой и усаживались вокруг него всей семьей. С правой стороны находился сундук, куда складывали одежду, украшения, оружие. У богатых людей их было несколько, сложенных друг на друга и покрытых красивым ковром. В северо-западной части всегда располагалось ложе хозяина. Женская же сторона находилась справа при входе. Раньше в каждой калмыцкой семье, в каждой кибитке на самом почетном месте всегда располагался алтарь. То есть, как мы знаем, что кибитка была поделена на 2 части, да, мужская и женская, и посередине или на северной стене, так скажем, кибитки
всегда на самом почетном месте был алтарь, где располагались все бурханы, статуэтки, ном, да, где стоял специальный столик, на который калмыки ложили подношения, зажигали лампадки. Вот, и это вот была такая, можно сказать, главная часть кибитки, именно вот такая священная часть кибитки. У калмыцкого алтаря есть свои такие, скажем так, особенности, поскольку мы раньше вели кочевой образ жизни, и, соответственно, когда разбирали кибитку, и в том числе и алтарь, приходилось собирать, чтобы перейти на новое место. У нас традиционно алтари всегда располагаются лицом на юг, потому что именно с юга пришло учение Будды к нам. И именно на юге располагается та самая ступа Дорджиден, на том месте, где Будда Шакьямуни Бурханбакша достиг просветления. У младенцев были люльки, состоящие из дощечек и кожаных ремешков. Они просто подвешивались к потолку кибитки, как веревочные качели. Игрушек же у детей-кочевников не было. Дети развлекались тем, что делали своими руками, а использовали для этого любые подручные средства. Например, погремушки делали из бараньих костей и цветных кусочков ткани. К детям относились очень трепетно, да, воспитывали их всегда в труде. И вот с детства дети уже были приучены к такому, именно к труду кочевника. Ну, воспитывали их в строгости, да, как бы, ну, не баловали их там, да. Допустим, если дети маленькие, допустим, еще до 3-4 лет, пока они еще не могут сами, допустим, сидеть в седле, да, на лошади и так далее, они передвигались, допустим, вот в таких корзинках. И вот по бокам верблюда тоже вот такие как бы корзины цепляют. Детей сажали сюда, и вот они как бы двигались именно, находясь именно здесь, как бы, да, вот, то есть я в этих корзинках. Вот. Но если они маленькие, а если они уже там им 5, там, 6 лет и так далее, они уже сами спокойно передвигаются на лошадях, вот, и едут, допустим, вот в обозе, да. Игрушек таких каких-то вот таких специальных, как бы, которые мы знаем сейчас, не было, да, игрались, допустим, ну, как бы и мы в детстве игрались, допустим, вот альчики, да, видели шахматы там, да, у многих там, допустим, есть шахматы вот такие тоже из войлока сделаны. Почему? Шахматы, они не очень такие, как бы, трудоемкий процесс, как бы, да, это вот из войлока сделанные, как бы, потом из кости или из глины сделанные шахматы и так далее. Или очень много было интеллектуальные, скажем так, игрушки, да, это вот головоломки. Вот эти игры, они воспитывали как раз именно вот такое, как бы, логическое мышление, да, логическое мышление. Называется, ну, тонкое разумение, да, вот такая игрушка. Вот, и, ну, смысл ее в том, чтобы вот надо освободить ну, вот этот держатель, да, от этих там 8 колес. Прям таких специальных каких-то там игрушек не было. Ну, то, что было под рукой, тем как бы развлекали, получается, да, вот. Те же из костей делали там различные там игрушки там и так далее, да, или вот вырезали из дерева там и так далее. Ну, Калмыцкая кибитка была очень удобна для кочевников жильем. Теплая, сухая, быстро собиралась и разбиралась, не подвергалась разрушению, так как веревки, которыми скреплялись решетки, жерди и кошма, завязывались особым калмыцким узлом. Зимой в ней спасали от холода новорожденных ягнят, телят и жеребят. В кибитке принимали гостей, устраивали торжества и религиозные обряды.